Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Реорганизация путем присоединения ветеринарных управлений республики вызвала активное обсуждение среди населения арктических районов и ветеринаров на площадках популярных мессенджеров и социальных сетей. Градус обсуждений варьируется от осторожного интереса до категорического неприятия планируемых изменений. Сегодня мы обсудим эти и другие вопросы с руководителем Департамента ветеринарии республики Петром Петровым. Петр Лукич, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, разъясните, почему проводится реорганизация подведомственных Департаменту ветеринарии учреждений, какие из них уже прошли эту процедуру реорганизации? Спасибо за вопрос. Данная реорганизация управления ветеринарии началась по всей России. Если можно пример поставить, это управление ветеринарии Новосибирской области, Иркутской области и Республики Бурятия. Они уже 2016-2018 года уже провели уже реорганизацию. Да? А по нашей республике, если посчитать, данная реорганизация управлений, то есть это организационная структуру мы сделали 2016 года. Она началась на основании документа, это указ главы Республики Саха-Якутия Николаева Арсения Сергеевича от 26 сентября 2018 года. Целью данной реорганизации является это, во-первых, изменение структуры, организационной структуры и именно целью контроля расходования бюджетных средств. В 2019 году у нас в управлении были проведены укрупнения. Это Аллаховский район был присоединен к управлению ветеринарии Хангаласского района. Также Усмайский район был присоединен к Амгинскому району. Управление ветеринарии Жиганского района было присоединено к Намскому управлению ветеринарии. Вот сейчас начинается второй этап реорганизации управления ветеринарии Республики Саха-Якутия. Но если говорить про 2021 год, то ветеринарные управления каких районов будут присоединены? Что ждать в этом году? Да, в этом году, начиная с 1 февраля 2021 года, у нас будут присоединены управления ветеринарии Оленюкского и Анабарского района, управление ветеринарии Мирнинского района, Мумское управление ветеринарии будет присоединено к управлению Черепчинского района. Также у нас Аймяконский район, управление ветеринарии будет присоединено к Татинскому управлению, и управление Абыйского района будет присоединено к Усалданскому управлению ветеринарии. Ну, наверное, вопрос, который в первую очередь волнует тех, кого затронет это объединение. По итогам реорганизации изменится ли штатная численность и, самое главное, заработная плата работников? Нет, никаких таких изменений не будет. То есть зарплата, как они получали, так и будут получать. То есть будет сохраняться и районный коэффициент, и северные надбавки. Только изменится зарплата руководителей управления ветеринарии, так как им предложена должность заведующего филиалом данных районов. Они будут укрупняться. Расскажите, а в чем все-таки заключается причина такой реорганизации? Все-таки мероприятие довольно масштабное. Данная процедура является это упорядочение структуры штатной департамента ветеринарии. То есть целью данной реформы является контроль и за расходованием расходов управления ветеринарии. То есть мы должны профессионально использовать выделенные бюджетные средства, так как у нас есть такие нерентабельные управления ветеринарии, управление имеет свои ветеринарно-испытательные лаборатории. Вот у нас мы должны контролировать расходы и доходы данных управления ветеринарии.
В 2019 году первый этап реализации уже прошел. Какие изменения уже можно отметить в укрупненных управлениях? Да, в укрупненных управлениях, например, Амдинский район на территории Усманского района своими собственными силами они устроили субботник и построили и провели текущий ремонт управления ветеринарии. Так что у них в последующем оптимизации коммунальных услуг у них появился экономия бюджетных средств. Так, например, вот в Жиганском районе в связи с тем, что присоединение прошло, Намское управление ветеринарии уже выкупило, приобрели автомашину УАЗ, и в этом году уже планирует купить буран с прицепом для управления Жиганского района. Таким образом, укрупненное управление из своих поступивших бюджетных средств должны помогать, содействовать, финансировать присоединяемых управлений ветеринарии. Получается, что в укрупненных управлениях улучшается финансовое положение. Скажите, а в целом есть ли цифры, насколько существенной будет экономия, когда реорганизация закончится? Так, мы рассчитали, и вот после присоединения управления ветеринарии 1 февраля мы посчитали, экономия будет 3 миллиона 600 тысяч рублей. Данные сэкономленные деньги будут направлены на выделение командировочных расходов, выезды оленей стада для проведения коррализации. И данные же деньги будут выделяться в виде увеличения зарплаты, оплату на проезд в отпуск. Ну а для населения будут ли какие-нибудь изменения заметны в рамках этой реорганизации? Жители, например, Абыйского улуса будут отправлять сельскохозяйственную продукцию на анализы в Усть-Алданский улус, или как будет ситуация выглядеть в случае реорганизации? Правильный вопрос вы задали. Абыйское управление как дальше работало, как и будет работать. Все анализы, в том числе ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животопроизводства будут проводиться на местах. То есть Оленке, Саскалах, Хону, Ушнеры. Вот на местах они будут проводить лабораторные исследования. Никуда житель района не должен приезжать. Все остается на своих местах, только тут у нас оптимизация руководящей структуры появляется. Ну а если говорить в целом о департаменте, какие еще изменения, кроме этой реорганизации, планируются в департаменте ветеринарии нашей республики? Как мы знаем, еще с советских времен база у нас устарела без службы, и старые помещения, лаборатории, здания ветеринарных участков, ветлечебниц. В данном случае мы сейчас руководством курирующим зампредом Никифором Михаилом Викторовичем и во главе у нас мы создали рабочую группу. Сейчас разрабатывается целевой программный продукт для укрепления материально-технической базы. Срок развития будет от 5 до 10 лет. Данный целевой программный продукт мы должны составить и должны перед Министерством финансов, перед Министерством экономики добиться дополнительного бюджетного финансирования. И мы должны конкретно заниматься укреплением материально-технической базы нашей ветслужбы, которая у нас находится в плачевном состоянии в настоящее время. Петр Лукич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью», но реорганизации Департамента ветеринарии Республики. Мы говорили сегодня с руководителем департамента Петром Петровым. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.